Самые распространенные трудности имеют как характер духовный, так и характер физический. Православные люди, те, которые имеют духовный опыт, у них есть в лексиконе такое словосочетание «постовые искушения». Это действительно бывает. Постовые искушения, когда, вдруг нам хочется безумно с кем-то скандалить. Кто-то, допустим, взял на себя подвиг бросить курить постом, потом люди приходят, батюшка, безумно хочется курить, я просто не могу, я вот иду, где-то вижу сразу. Да. Это тоже называется постовые искушения. Да. Это наше задание, которое нам надо преодолевать. Или скандалы, или наступает какая-то злость безумная. Искушения телесные, по себе знаю, особенно к концу первой недели вдруг, безумно хочется мяса. Просто вроде бы там капуста, картошка есть, но ешь ты. А ты в обычные дни это спокойно ешь и не замечаешь. Это тоже какая-то духовная работа. Но запомните одну вещь. Никогда ничего Бог не посылает свой сверхчеловеческой меры. Никогда. Вообще я сейчас никого не агитирую, но по своему мировоззрению я детерминист. Что это значит? Каждое действие имеет смысл, имеет значение. То есть все в этом мире упорядочено. То, что с вами происходит, имеет смысл и значение. Ваша ангина, ваша простуда, которая у вас случилась в конце декабря, она имеет значение в вашей жизни. Поэтому я уже убедился, но это, конечно, эти вещи относятся к такой сфере, как мистическое богословие, как к личности. У каждого оно это свое. Так. Это наша собственная, так сказать, интимная часть души, но все имеет значение. Об этом помните. Я не агитирую.